Мне выпала честь поделиться с вами некоторыми из лучших методов работы нашей команды. Я коротко расскажу о своем опыте, об истории нашей компании и поделюсь основными выводами для роста и процветания ваших команд. И единственное, что я хочу, чтобы вы поняли, мое присутствие здесь вместе с вами является примером того, что наша компания отмечена судьбой. Нам посчастливилось найти нашу цель. Уникальное место в жизни, где врожденные способности, страсть, опыт, плоды правильно посеянных семян, а также мудрость, очищенная огненными испытаниями, прекрасно сошлись воедино. Коротко расскажу вам свою личную историю. Давайте прогуляемся вместе. Мне посчастливилось расти в дружной и любящей семье. Я рос с 3 братьями. Наш отец был военным на протяжении 30 лет. Он отслужил 2 срока во Вьетнамской войне. Мой лучший друг Том Маккарти, которого я знаю с 13 лет, как раз потерял отца на Вьетнамской войне. В прошлом году и мы потеряли своего отца, нашего героя, но в другой битве, с раком. Мой отец – боец. Он 3 побеждал рак. И в конце жизни он нашел свою страсть в организации, которая занимается духовной помощью заключенным. Моя мама тоже боец в буквальном смысле. В возрасте 84 лет она 3 раза в неделю занимается боксом. Это помогает справляться с болезнью Паркинсона. Мои родители были женаты 62 года. Невероятно! Их преданность и любовь друг к другу является самым лучшим примером для подражания, который я только мог видеть. Мы много переезжали по всему миру, но взрослея, я больше всего времени провел неподалеку от местечка Форт Брэгг в Северной Каролине. И, как и многие сыновья, я хотел быть похожим на своего отца, миролюбивого и дипломатичного лидера. И, вероятно, как и у многих из вас, в детстве у меня тоже были трудности, проблемы со стандартными тестами. Я не могу печатать. Сегодня я каким-то чудом справляюсь 2 пальцами. Я был и остаюсь интровертом. И знаете что? Мне было все равно, что было трудно усваивать прочитанное и что есть проблемы со стандартными тестами. Мне было все равно, что я недостаточно хорошо сдал вступительные экзамены для зачисления. С 19 лет я всегда хотел быть дипломатом, амбассадором, позитивной и мирной силой добра и помощи людям. Я хотел объединять хороших людей. Я окончил Джорджтаунский университет, известный своими международными исследованиями и иностранной службой. А теперь я расскажу про свой профессиональный опыт. После окончания университета я пошел работать в компанию Rosa Pera Electronic Data Systems. Несколько лет спустя мой лучший друг Том нанял меня, и мы вместе стали помогать Тони Роббинсу запускать его семинары по бизнесу. Мой первый контакт с прямыми продажами случился вместе с Тони Роббинсом и Джимом Роном в середине 80-х. Тогда, 29 лет назад, мы вместе с Тони создали университет мастерства. Я бесконечно признателен Тони, что он вдохновил меня стать предпринимателем прямо в его компании. И как многие из вас, я всегда видел индустрию прямых продаж как компанию по обучению и развитию лидерства, завуалированную под продукт. Тони и Джим были мостиками к улучшению жизни людей и помощи им. После того, как в середине 90-х я покинул компанию Тони, я стал советником основателя компании The People Network, TPN. В TPN я был слишком умен, чтобы быть просто дистрибьютором. Благодаря опыту работы с Тони и с TPN я понял, что мне нужно запускать собственный бизнес в индустрии прямых продаж. Но передо мной возникла проблема. Мне нужно было найти простой продукт, который бы я очень любил, и которому мое имя и репутация послужили бы хорошим подспорьем. Наконец, я запустил собственную компанию под названием To Infinity. Моя идея заключалась в том, чтобы создать кредитную карту, которая возвращала бы вам деньги за каждую совершенную покупку и вознаграждала бы вас за каждого привлеченного держателя в соответствии с многоуровневым перераспределением комиссионных. Я работал месяцы, не покладая рук, и все было готово для запуска. Оставалось лишь одно препятствие. Нужно было убедить банки использовать ежемесячную плату за обслуживание в качестве рекуррентного потока доходов. Бизнес так и не был запущен. Я получил сильный удар. Однако пока я взращивал To Infinity, я встретился с Франком Кадиной. В качестве полезного знакомства я представил Франка своему другу Кевину Хэрингтону, одному из тех самых акул из ТВ-шоу Shark Tank. А теперь перенесемся в весну 2015-го. Один мой друг попросил меня слетать в Дубай и провести комплексный аудит туристической технологической компании. Хорошие новости! Я влюбился в Дубай, а мои коллеги заканчивали составление соглашения об основных условиях сделки.
В предвкушении празднования подписания контракта я посадил своего старшего сына Майка на самолет до Дубая, чтобы посмотреть на арабское туристическое шоу. Теперь плохие новости. После окончания выставки собственник компании заявил моему коллеге-инвестору, что хочет за свою компанию больше денег. Мой коллега сказал: «Спасибо, но я пас». И я с ним согласился. Очередной финансовый провал. Да, все верно. Во время длительного перелета домой из Дубая я продолжал задаваться вопросом: к чему же я все это время себя готовил? И ответ – путешествие. Взгляните, туризм – это 8-триллионная индустрия. Путешествие во время отпуска – это сила во благо. Каждая 11-я вакансия в мире – в туристическом секторе. И вот что происходило в туризме в 2015-м. Uber совершил прорыв в индустрии перевозок. Airbnb совершил прорыв в сфере краткосрочной аренды жилья. Моя же идея заключалась в том, чтобы понять, как создать ценность и совершить прорыв в индустрии путешествий. И вот что примечательно, индустрия круизных путешествий была самой быстрорастущей и наиболее прибыльной среди других секторов туризма. В круизной индустрии еще не было прорыва к тому времени. Опять же, очень важно понимать те эмоции, которые я испытывал в тот момент. Как я уже сказал, мои 2 последние затеи провалились. Я чувствовал боль. Мои дети жили собственной жизнью, я же в их жизни отсутствовал. Так как мой отец всегда был в разъездах, когда я рос, я всегда больше всего боялся, что не смогу проводить достаточно времени со своими любимыми. Меня также расстраивал и тот факт, что обычная семья не может себе позволить отправиться в путешествие. Я хотел что-то предпринять, чтобы путешествия стали обыкновением, а не роскошью. Я хотел создать движение доступных путешествий. Я хотел собираться с семьей как можно чаще. И вместо того, чтобы запустить бизнес самостоятельно, я понимал, что нужно все делать по-другому. Мне нужен был опытный и надежный партнер. Партнер, который разделял бы мои ценности и добросовестно трудился. Кто-то, кто меня вдохновлял бы. И этим партнером был и есть до сих пор Франк Кадина. Я позвонил Франку и сказал, что у меня есть идея, которая может привести к совместной работе. И он тоже сказал, что работает над новой бизнес-идеей и хочет реализовать ее со мной. Мы решили вместе пообедать в ресторане «Хилстон» в Коралл Гейблс, Флорида. Остальное уже история. Франк, я хочу поблагодарить тебя за твою дружбу, партнерство и лидерство мирового уровня. Я не смог бы найти лучшего партнера, даже если бы искал 1 000 000 лет. Спасибо тебе. Мы объединились в августе 2015 года. Я стал генеральным директором и мистером наружность. А Франк – главным управляющим директором и мистером внутренность. Мы приступили к работе, и спустя 6 месяцев, в 2016 году, компания была готова к большому открытию. Мы договорились, что с самого первого дня мы как компания будем продвигать 5 принципов. Номер 1 – искреннее лидерство. Номер 2 – наша компания будет глобальной. Номер 3 – мы будем нести ценность. Решать проблему большинства семей. Номер 4 – мы будем предлагать реальный продукт. Оборот круизной индустрии составлял $47 миллиардов с ощутимым потребительским спросом. Десятки миллионов пассажиров отправлялись в плавание каждый год, независимо от того, в бизнесе мы или нет. И номер 5 – компания будет простой и инновационной. И я с гордостью заявляю, что мы являемся самым крупным в мире круизным клубом, основанным на членской подписке. Мы Netflix для круизов. Мы меняем правила игры в области планирования и накопления средств на семейный отдых. По своей сути, мы являемся компанией по развитию лидерства. Как и многие из вас, мы помогаем лидерам расти в качестве собственников бизнеса. А вот и наши интригующие метафоры. Мы – компания глобальной энергии. Мы берем неопытных людей и делаем так, чтобы они становились смелыми и излучали позитивную энергию. Как и вы, мы являемся академией трансформаций. Путешествие – это соблазнительная метафора, которая заставляет вас выйти из своей зоны комфорта и оставить безопасность тихой гавани позади. Мы настаиваем, чтобы наши лидеры встречались, знакомились, узнавали лучше и получали впечатления от новых людей, языков, портов и культур. А вот и наши громкие и смелые лозунги. Номер 1. Мы делаем мир меньше и лучше через то, как мы проявляемся каждый день. Номер 2. Мы хотим, чтобы наши люди начинали сразу с вершин, но продолжали взбираться еще выше. Номер 3. Чем опытнее ты становишься, тем больше ты можешь помогать другим людям. И наша могущественная миссия – мы руководим движением доступных путешествий.
Мы делаем путешествия доступными и прибыльными. Движение доступных путешествий более значимо, чем любой из нас. Большинство семей залезают в долги, когда отправляются в отпуск. Мы не хотим, чтобы семьи платили за отдых кредитными картами или брали займы. Как и вы, мы предоставляем шанс каждому на лучший образ жизни без больших затрат. И, наконец, мы предоставляем людям варианты на выбор. Есть возможность приободрить других людей и начать жить лучшей жизнью, видеть мир и путешествовать по ценам значительно ниже рыночных. И поэтому из нашей короткой 5-летней истории можно сделать несколько ключевых выводов. На 4-й год существования оборот компании составил $100 миллионов. В первые 4 года наш рост составлял по 300% ежегодно. Мы продолжали расти и в 2020-м, во время пандемии. И причиной этому стал наш продукт, любимый всеми. Мы, вероятно, чуть ли не единственная компания в индустрии туризма, которая показала положительную динамику роста в 2020 году. Как же нам удалось расти в прибыли и пройти испытания на прочность коронавирусом? Рад, что вы спросили. Номер 1. Наш рост является на 100% органическим. Мне очень приятно, что мы не заплатили ни единому лидеру, чтобы тот присоединился к нашей команде. В среднем по 6 активных членов клуба пришлось на каждого зарабатывающего комиссию партнера за последние 6 месяцев. У нас хороший показатель перехода клиентов в дистрибьюторы. Поскольку у меня не было опыта в прямых продажах, и Франку так и не удалось его получить, то мы не могли перебросить большую команду из другой компании в нашу. Как и вы, мы пишем великую историю любви и любим людей по многим причинам. Они добились всего сами, ни у одного топ-лидера не было прибыльного бизнеса до вступления в нашу команду. Как и у вас, наши обыкновенные люди совершают необыкновенные дела. В нашей команде есть и разочарования, и страхи, и проблемы с уверенностью. Присутствуют и ограничивающие убеждения и препятствия. Посторонние говорили нашим людям, что они болваны, безумные мечтатели. Говорили, что продвижение круизного клуба, основанного на членстве, никогда не сработает. Да вы шутите? Мне очень приятно, что наша команда в 2020 году вышла на новый уровень. Номер 2. Мы на 100% вовлечены в локализацию своего продукта вместе с нашими лидерами. Но мы не ограничиваемся местным присутствием. Работаем в более чем 100 странах, надеясь и рассчитывая, что люди к нам присоединятся. Наш сайт, кстати говоря, переведен на 17 языков. Номер 3. Перед нами возник невероятный вызов в прошлом году. СМИ ошибочно отметили круизную индустрию как нулевого пациента, зараженного коронавирусом. Мы претерпели жуткую информационную атаку, в которой освещалось, как корабли стоят в портах, а пассажирам не позволяют сойти на берег. Наша индустрия приостановила свою деятельность, но многие люди подумали, что мы навсегда прекратили работу. Но есть факты. С июля 2020 года почти 350 тысяч пассажиров благополучно совершили плавание по измененным маршрутам Европы и других частей света с применением расширенных протоколов безопасности, исполненных надлежащим образом. Один только лайнер MSC Grandiosa в августе 2020-го первым пригласил гостей обратно на борт и получил отклик от более чем 40 тысяч пассажиров. Но, несмотря на все это, прошлый год был худшим годом в истории туризма. Мы подчеркиваем в Incruises, мы зашли так далеко не для того, чтобы на этом останавливаться. 2020 не финишная черта для нас, мы решительно настроены вернуться еще сильней. Номер 4. Ковид дал нам понять, что трудности бывают у каждого. Он также нам напомнил и то, что изменения происходят автоматически, а путь развития – это лишь выбор. Наконец, коронавирус нас научил тому, что чем больше добра и благодарности мы излучаем, тем больше добра получаем обратно. Даже несмотря на то, что наше поощрительное путешествие для лидеров на Мальдивы отменено, мы все же выплатили нашим лидерам денежные вознаграждения. Мы делаем выбор в пользу избытка вместо недостатка. В прошлом году наша команда приняла решение написать книгу SOS «Руководство по выживанию и процветанию в неспокойные времена». Мы распространили ее бесплатно, с радостью отправлю вам экземпляр в качестве подарка. Более чем в 3 раза мы увеличили количество курсов, которые мы предлагаем в рамках Академии лидерства. Как и вы, мы хотим, чтобы каждый лидер стал маяком, благодаря которому другие люди смогут увидеть свой лучик света. Как и все вы, мы переключились с живых мероприятий на виртуальные. Мне очень приятно, что в октябре на наше мероприятие «Лови волну» зарегистрировалось в социальных сетях более 70 тысяч участников. Некоторые комбинации из виртуальных и живых мероприятий стало и празднование нашего 5-летнего юбилея. Наши партнеры организовали более 30 мероприятий. Мы привлекли должностных лиц крупнейших круизных линий MSC, Costa, Royal Caribbean, Carnival и Norwegian Cruise Lines. Мы пригласили авторитетных лидеров мнений в качестве особых гостей. Боб Проктор, Джон Эдисон, бывший президент Мексики Висенте Фокс,
Сооснователь Apple Стив Возняк. Латинская поп-звезда Паулина Рубио. Участник зала славы американской футбольной команды Miami Dolphins, нападающий Дэн Марино. Олимпийская чемпионка из Румынии Надя Команечи, которая является первым атлетом, завоевавшим наивысшие 10 баллов в гимнастике. У меня есть все основания полагать, что на мероприятии присутствовало более 100 тысяч человек, как онлайн, так и офлайн. И хочется напомнить, что вызов, брошенный коронавирусом, не является причиной, чтобы менять свои маркетинговые планы или чтобы начать кого-то или что-то обвинять. Этот вызов должен стать причиной проработки ваших убеждений, новаторства и креативности. И, наконец, номер 5. Мы снизили риски для наших членов клуба. В 2020 году мы удовлетворили 100% запросов на возврат средств за бронирование деньгами. Никаких отложенных круизных кредитов или туристических ваучеров, как предлагали многие другие компании. Крупнейшим круизным линиям компания Incruises заплатила внушительные суммы авансом. В довершении ко всему мы расширили наши отношения с Trust My Travel. Мы предоставляем защиту прав наших клиентов. Мы оплачиваем страховые взносы за все платежи по членству в клубе. Поэтому в том маловероятном случае, если Incruises выйдет из бизнеса, взносы наших членов клуба будут возвращены им. Что ж, подводим итог. Надеюсь, это будет полезно. В Incruises мы, во-первых, предоставляем каждому, кто присоединяется к нашей команде, одинаковые возможности для улучшения своей жизни. Во-вторых, мы действуем прозрачно и прислушиваемся и взаимодействуем с нашими лидерами, принимая решения по каждому значимому вопросу. В-третьих, как вы еще можете стать сильнее со своими командами, если не преодолеваете трудности и не излучаете добро, чтобы получать еще больше добра обратно? В-четвертых, пожалуйста, напоминайте своим командам, что ваша задача в качестве лидера – создавать еще больше лидеров и оберегать надежду своей команды. И в-пятых, как вы можете снизить риски для своих клиентов? Я молюсь, чтобы вы со своими семьями вернулись ярко и навсегда. Теперь пришло время продолжать подавать пример реализации возможностей и концентрироваться на других людях. И тогда у вас возникнет более ясное представление своей цели. Пришло время воспрять с огромной уверенностью и спокойствием в душе. Хочу вас еще раз поблагодарить за просмотр и за то, что оказали мне честь прогуляться с вами и поделиться лучшими методами работы, которые, я надеюсь, внесут ценный вклад в ваше наследие и в ваш путь, помеченный судьбой. Был бы в восторге встретиться с вами как-нибудь. А до тех пор я желаю вам больше смелости, процветания, крепкого здоровья, нескончаемого благословения и множества круизных путешествий с теми, кого вы больше всего любите и цените. А пока, до свидания.